раз всех приветствую на канале Мастерская Таро Сознания. С вами, как всегда, ваш таролог Елена Лайтс. Давайте посмотрим, как слышно, как видно. Напишите, пожалуйста. Сейчас попробуем. Подскажите, пожалуйста, как слышно, как видно сейчас? Да, Дамир, добрый день. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если все хорошо. Если нет, то напишите, пожалуйста, как слышно, как видно, чтобы я понимала, как идет эфир. Слышно отлично. Все, замечательно. Замечательно. Сейчас тогда подождем всех остальных. Так, кто присоединяется, я думаю, что переслушают расклад. Если будет интересно, мы сейчас перешли ко второй позиции, да, и начали со второй позиции. И, соответственно, как бы немножко повторюсь, да, что на самом деле, с одной стороны, может страдать сфера такая социальная, где у вас тоже нет проявленности, да, то есть если где вы как жезловая королева, женщина красивая, женщина интересная, женщина сексуальная, женщина с такой довольно-таки неплохой хваткой, да, то есть здесь может быть карьеристка, но такая, которая, ну, в принципе, не проявляется. То есть у вас есть все задатки для того, чтобы создать, чтобы создать и карьеру, чтобы создать как бы возле себя круг даже поклонников, да, но тем не менее у вас нет вот этой нотки проявленности, да, то есть такое ощущение, как нет энергии. Плюс ко всему, здесь еще может второй вариант быть, когда женщина яркая, красивая, интересная, но отношения личного характера на долгосрок не складываются. То есть постоянно происходит какое-то разочарование, да, то есть либо мужчина долго не выдерживает, здесь уходит, да, то есть по девятке жезлов слишком сложный опыт приходится проходить в личных отношениях, либо ж здесь женщине что-то может быть постоянно не нравится. То есть, с одной стороны, мужчина сначала как бы заходит к ней вроде бы как по страсти, с другой стороны, м, дальше ее как объект страсти не рассматривает, да. В чем же все-таки причина? Почему так происходит, например, в отношениях? А, Ну, дело в том, что вы сразу как бы не замечаете, да. То есть здесь, когда происходит определенное знакомство, вы сразу не обращаете внимание на те вещи у мужчины, да, то есть внимание на те особенности, а, когда когда-то себе сказали, что вот однозначно стоп. По справедливости, да, то есть с таким мужчиной я никогда не буду. И вот сейчас Вселенная может посылать вам определенных таких мужчин для того, чтобы проверить вас на прочность. И, к сожалению, вы сразу, ну, то есть делаете вид, вы информацию о нем, допустим, можете собрать, потому что здесь довольно-таки умная женщина, королева жезлов, которая может просчитать любые ходы, но здесь вы почему-то, когда вступаете именно в отношения с мужчиной, вы такое ощущение, что как сами от себя закрываетесь. То есть не слышу, не вижу,
Потом, возможно, все изменится. Вот сейчас будет все хорошо. Здесь как раз происходит именно из-за этого. И поэтому как бы потом уже у вас нет энергии, у вас нет, как-то возможности с этим бороться, да. То есть мужчина здесь уже выступает уже королем мечей, когда проявляет себя, знаете, с такой более жесткой, с негативной стороны, либо более отстраненной, более холодной. А, Потому что у вас уже энергетика совершенно другая, она идет более разрушительная такая, потому что то, что вам не нравилось изначально, становится причиной вашего конца, да. Если же что касается в сфере непосредственно социальной, то есть вашей реализации социальной, да, у вас здесь такое ощущение, что не хватает энергии, вот какие у единичек, да. То есть, знаете, Алочка, добрый вечер. Есть определенный шанс, вы загораетесь, что все, вроде бы надо его взять. И потом на вас, Алочка, хорошо, сейчас посмотрим вторую позицию и посмотрим ваш вопрос. Здесь вроде бы как есть шансы, все шансы, открываются перед вами определенные двери, да, но вы достигаете какого-то маленького результата, и все, и тухнете. То есть дальше не идете. А, Допустим, вот решили обучиться, да. Пошли на обучение, пошли на курсы, закончили эти курсы, все, и потом никуда не применяете. То есть получили маленький результат, получили какую-то корочку повышения квалификации, и все, и дальше уже никуда не двигаетесь. Либо, допустим, даже в каких-то рабочих моментах, то есть очень быстро перегораете. Вот здесь вот как раз и получается, что дискомфорт определенный, да, из-за этого идет определенная тревога, то есть не можете как бы вот этот момент изменить, падает энергетика. Если так и быть дальше, каким образом будут складываться отношения, рано или поздно, да, по Вселенной вам все равно придется как бы, знаете, ломать вот эту систему, да, то есть придется в любом случае проходить определенные жизненные такие циклы, причем серьезные, да, уже по суду будут, да, когда вам будет что-то, ну, что-то однозначно посылаться, даже то, что вам не нравится, чтобы вы вот как-то, знаете, как выходили во что-то, да, чтобы вы как-то шли как до конца. Такое ощущение по десятке пентаклей, как чтобы в любом случае через тернии вы приходили к звездам. В любом случае будут посылаться такие моменты, хотя вам это не будет нравиться, да. Это вас будет удручать. По четверке кубков это будет, знаете, такое ощущение, как бы владыка неполного удовольствия будет по пятерке жезлов. То есть будут определенные сомнения, да, нужно мне, не нужно мне. А Вселенная будет, конечно, вам посылать. Что касается непосредственно отношений, если вы в дальнейшем так будете, да, то в любом случае ваш эгоизм какой-то такой, вот этот, в любом случае сработает. То есть здесь сработает определенный внутренний ребенок ваш, да. Когда вам захочется чего-то вот какого-то светлого. То есть, знаете, Елена, это второй вариант сейчас. М, Более, знаете, вот будут такие ситуации в любом случае в жизни появляться, которые будут направлены на то, чтобы вы все-таки принимали во внимание вот те моменты при знакомстве с мужчиной, да, которые вам все-таки не нравятся. Здесь еще более эгоистичных, наверное, вам мужчин будут давать, чтобы вы, знаете, вот как бы уже как научились, что ли. Если вы все-таки это все примете и станете потихонечку менять в себе, да, то произойдет очищение. От чего вы очиститесь? Ну, от детскости такой, да. То есть вроде бы не берете какую-то определенную ответственность и будете выходить в четверку жезлов, будете выходить в определенную стабильность. И по магу, где у вас будет вообще все в ваших руках. То есть это в том случае, если вы все-таки с мужчинами вы откроете глаза и будете смотреть правде в глаза. А что касается в реализации, м, порадовавшись первым результатом, вам необходимо двигаться к более таким глобальным целям. Если вы этого не будете делать, то, соответственно, конечно, знаете, вам будут посылать вот эти вот моменты такие, да.
Ну, они, да, они будут такие более сложные, но для того, чтобы вы умели доходить до конца, да. То есть добиваться каких-то определенных целей. Усидчивости, что ли, вас будут здесь учить, чтобы достичь вот этой десятки пентаклей. Ну, вот такой был у нас второй вариант. Интересный. Давайте посмотрим. Как раз я вам хочу сказать, Алочка, подскажите, пожалуйста, вы в чате? Да, во благо, Елена. Женя, добрый день. Меня зовут не Настя, меня зовут Елена. Елена Лайфс. Ну, за комплимент спасибо. Алочка, напишите, пожалуйста, вы в чате. Так, ждем Аллу, да? Наверное, интернет немножко все-таки зависает и немножко позже. Все, вижу, Алла. Ну, давайте посмотрим, да? Давайте посмотрим. Вообще, запрос будет на тот, все-таки вы для себя определили, ну, конкретно какую-то сумму. Вы сейчас для себя умственно там в голове нарисуйте определенную сумму, на которую вы хотите получить, да? Все, хорошо, чтобы я понимала, как бы, да? М. Ну, Алла, начнем с того, что да, на самом деле ваши вот доводы, да, и ваши вот мысли о том, что на самом деле вас ценят и уважают, как бы да, на самом деле вас ценят и уважают, и по королю жезлов понимают, что вы очень деятельный человек для компании, да, человек, который на самом деле много чего сделал, да, и без вас, возможно, на самом деле не сдвинулось бы ничего с места, потому что по королю жезлов это аналитик, это стратег, это человек, который видит на несколько шагов вперед и знает, как вывести вообще компанию, да. Поэтому здесь уважение, конечно, есть. Почему, почему непосредственно как бы не повышают заработную плату? Почему не повышают, да? Такое ощущение, что как бы выжидают какой-то определенный как бы момент. Давайте посмотрим, вот если вы завтра пойдете, да, то есть за этим повышением. Поговорите о повышении. Как отреагирует руководитель на ваши доводы? Ну, я вам хочу сказать, по силе здесь нужно, конечно, идти, да, но по силе реально нужно, знаете, как тут такое ощущение, что нужно брать мягко,
да, то есть здесь какая-то агрессивная ситуация, как бы, да, то есть если вы придете и топнете ногой и скажете, что все, ну, меня все задолбало, мне нужны деньги, однозначно здесь не прокатит. Здесь нужно поступить по силе гораздо мудро, потому что ваш руководитель еще тот, он не такой там, как бы, знаете, может быть, даже как кажется на первый взгляд, что он такой как бы веселый, может быть, где-то там и с анекдотиками что-то, но все-таки по силе там руководитель, да, и нужно подобрать просто к нему речь определенную, что необходимо, что будет основным доводом. Ну, я вам хочу сказать, вот. Что нужно будет, какой довод необходимо будет привести а, для того, чтобы повысить эту заработную плату, да. То есть здесь необходимо будет разговор. Разговор, как бы, и разговор желательно начать все-таки с того, что вы сделали, потому что непосредственно по отшельнику это как раз это мудрость, да, и это обучение, что на самом деле вы имеете достаточно хорошую подготовку, и вы достаточно хорошо справились, да, то есть вы достаточно хорошо поработали для того, чтобы то есть как заслужили эту заработную плату, эту надбавку для себя. Вот если с таким контекстом подойдете, то да, по восьмерке жезлов однозначно будут перемены в вашем доходе. Однозначное да. А, Тетя Соня. То есть почему как бы даже вам изначально как бы ну, может быть, не платили, потому что вот знаете, вот как считали по справедливости, что нету вот какого-то дохода, да, то есть лишних, как будто такое ощущение, что лишних денег нету для того, чтобы поднимать заработную плату. Не потому, что вы плохой сотрудник, а вот как-то вот думали, что ну, ну, нужно подождать всему как бы свое время. Поэтому вот если вы, Алочка, как бы подойдете с таким моментом именно с разговором, но разговор должен быть теплый, знаете, подобрать, да, что у вас есть большой опыт, да, по отшельнику, что вы на самом деле заслужили, что вы проделали колоссальную работу, да, что непосредственно вы как отшельник, вы вывели организацию на более высокий уровень. И поэтому я считаю, что мой доход должен составлять столько-то. То есть здесь должна быть, во-первых, определенная уверенность, да, потому что по силе может возникнуть определенный страх, да, страх, знаете, как страх разговора с руководителем. Поэтому этот страх необходимо сразу у себя побороть. И тогда, да, тогда перемены не заставят себя ждать однозначно. Да, здесь будет рада, здесь будете даже обсуждать, может быть, с кем-то из близких людей, может быть, с подругами. Однозначно это будет, знаете, такой, ну, что-то будете обсуждать в компании однозначно. Поэтому, да, можете смело подходить за заработной платой, за повышением. Да, вот. Но здесь они вечно прибедняются, но, знаете, я просто как бы вопрос был, почему, да? То есть почему они вас настолько высоко ценят, почему нет дохода, да, то есть нет повышения дохода. И выпадает юстиция с императрицей. То есть они четко понимают, что повысив доход, они понижают какую-то свою, да, ликвидность там. Да, и, соответственно, как бы только по этой причине они считали, что вот, ну, как бы не время, немножко нужно подождать, да. Но в данном контексте, как бы, вам необходимо, да, вам необходимо начать с того, что не с требования, а именно с того, чтобы со своих доводов, да, что я вот считаю, что я заслужила по той причине то-то, то-то, то-то. Хотела бы с вами поговорить. Мой доход должен составлять столько-то. Но это должна быть и уверенность в голосе, потому что, знаете, когда будет голос дрожать, однозначно руководитель подумает, что, может быть, вам деньги не настолько и нужны. А если будет уверенность в голосе, то да, но без ультиматума. Да, повысят перемены, по восьмерке жезлов идут перемены, и
Спросила я, насколько вы будете удовлетворены. Идет тройка кубков, тройка пентаклей. То есть здесь говорится о том, что удовлетворение получите. Плюс ко всему, по тройке пентаклей будете даже обсуждать. В итоге доход будет. Ну, я вам хочу сказать, что он будет, но как-то вот либо с начала какого-то месяца, то есть тут обговорится какой-то определенный месяц, да, а, ваши какие-то определенные переживания по этому поводу, они исчезнут. Не с этого месяца однозначно, да, это будет с какого-то нового месяца, по звезде немножко вот позже, чем вы того ожидаете. Но повышение будет. Нет, пригрозить вашему руководителю не получится. Алла, с вашим руководителем надо найти мягкий диалог, потому что он не такой белый и пушистый котик. На него с наездом абсолютно не получится наехать, да, то есть здесь нужно подобрать определенную тактику и справиться со своим внутренним страхом, когда будете входить в кабинет, чтобы у вас не дрожал голос, потому что, вы знаете, как бы, знаете, с учетом того, что по силе, да, ну, то есть, если ты боишься там зверюшек, то они как бы этот страх очень сильно чувствуют. Вам нужно научиться сейчас вот без страха в голосе, потому что на самом деле ваш руководитель, он император, он непоколебим, даже если он где-то с вами шутит. Нет, нет, нет. Здесь, Ника, добрый день. Здесь вот увольнение, вот это вот все не прокатит. Он эту вашу манипуляцию вообще раскусит на раз, два, три. Здесь только доводы о том, что вы значили, причем, ну, что вы значите, да, что вы сделали. Комиссия будет заседать только в октябре. Замечательно. Ну вот это где-то с нового месяца. Вот идет как с нового месяца. Нет, вам только в рамках спокойствия. Никаких ультиматумов, никаких угроз. Ну, то есть он здесь не потерпит от вас ни угроз, ни ультиматумов. Вы про себя именно, что увольнением или качеством работы, или объемом. Ну, тут 50 на 50, я вам говорю, бабка надвое гадала. Нет, здесь однозначно в октябре однозначно. Вы сейчас не думайте. Смотрите, вот что у вас заседает в голове. Алла, я вам говорю, что ваш руководитель выслушает вас и примет решение поднять вам заработную плату. И вы начинаете гонять в мыслях, а что, если нет? Смотрите, если у вас нет уверенности, что вы достойны большего заработка, как он поймет, если вы уже настроены на месть, когда он еще вам ничего плохого не сделал? Алла, нет, в октябре вот мне на деньги у вас выпадает дьявол. Однозначно в октябре пойдут какие-то перемены в финансовом плане, то есть это будет повышение. Поэтому не надо никому мстить, нужно просто с уверенностью в голосе прийти и сказать о том, чего вы достойны, но обосновать. А так не надо ничего делать им. Что, если вы ему отомстите? Если вы на самом деле ему отомстите чем-то, Алла, вот сейчас, вот даже думая об этом, то по колесу фортуны все вам вернется. Нет, по колесу фортуны вернется все вам. Вот здесь это не вариант. Это не вариант. То есть на сегодняшний момент вы настроились на поднятие заработной платы. Все, у вас есть одна определенная цель. Я пойду, потому что я достойна большего, и почему я должна молчать. Это правильная цель.
Вот и идите, согласно этой цели, да, то есть не сворачивайте с пути, не думайте, что он скажет, как он там себя поведет, даст, не даст. Нужно все делать по факту, да, то есть плюс называть сроки, когда будет это поднятие, да, то есть я могу рассчитывать с 1 октября или я могу уже с 1 сентября рассчитывать на то, что вы мне за октябрь дадите больше, да, премии, например, а оклад поднимете, допустим, в октябре. То есть вы задавайте четкие вопросы, ваш руководитель император. Ему нельзя задавать вот такие, знаете, вот не то, не сё. Здесь нужно четко и по делу и ясно. Все, никак иначе. Поэтому здесь, ну, не переживайте, и спокойно идите и поднимайте себе зарплату, у вас все шансы на поднятие. Все в вашей голове. Если вы в себя не будете верить, то по семерке пентаклей это отодвинется еще на какой-то промежуток времени. Здесь главное поверить в себя. Да, надо идти поднимать зарплату, но продумать все, что вы будете говорить. Это как на собеседовании. Привести доводы, записать, возможно, на листочке, проговорить, что вот, и моя работа на сегодняшний день стоит столько-то. Давайте поднимем с 1 октября оклад, а с 1 сентября можно добавить мне премии. И все по силе, мягко. Ай, да, во благо, Алочка. Марина, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. У нас еще есть третья позиция на очереди, да, пока ваши индивидуальных вопросы, очередь на ваши индивидуальные вопросы свободна, поэтому мы с вами сейчас посмотрим еще третью позицию. Алла, вы меня рассмешили сегодня. Приколистка. Бежит вперед паровоза, да? То есть, что будет, если нет? А что будет, если да, да? Почему не думаем, что будет, если да? Куда я потрачу эти деньги? Может, я на Бали поеду, да? Или полечу? Нет, думаем. Да, это точно. С отомщением надо быть тоже осторожным, потому что, как бы, знаете, очень многое возвращается. Если не вам, то вашим деткам, либо не деткам, вашим внукам. То есть здесь нужно еще думать о том, чтобы там отомстить или еще что-нибудь. Как бы лучше сделать так, чтобы свою жизнь улучшить, да, а не ухудшить. Поэтому я как бы только за это. Так, ну что ж, у нас третья позиция. Давайте посмотрим троечки. Кто выбрал третью позицию, тревожно на душе, что нужно изменить. Давайте посмотрим, что вам нужно изменить, да, по тузу кубков, да. Я вам хочу сказать, у вас страдает чувственная сфера, да. Здесь по чувственной сфере вот человеку, вы знаете, такое ощущение, она даже как бы не страдает, не то чтобы страдает. Алла, хорошо, задавайте. Я сейчас посмотрю третью позицию. Так, смотрите, по тузу кубков. Вообще сейчас важно обратить внимание на свою эмоциональную сферу. То есть эмоции здесь у человека зашкаливают. Причем эмоции зашкаливают по поводу короля кубков, да. Здесь, почему они могут зашкаливать? Либо вы думаете, что на самом деле находитесь в каком-то любовном треугольнике, потому что есть третье лицо, да. Допускаете, во всяком случае, можете допускать этот вариант. Часть людей будет допускать этот вариант.
Либо здесь такое ощущение, что мужчина постоянно требует к себе какого-то внимания, да, и вы уже просто на фоне этого как-то, знаете, уже как идет какое-то переполнение, причем нездоров, ну, как бы, знаете, нездоровое переполнение чувств. Тут такое ощущение, что хочется взять и отдалиться, да. Здесь вот как-то вот страдает вот из-за мужчины вот эта эмоциональная сфера. В чем проблема? Ну, ценности, знаете, такое ощущение, что не видите своей ценности, и мужчина вам эту ценность как бы не дает. То есть не показывает, насколько вы для него ценны. То есть вроде бы есть какое-то развлечение, вроде бы есть какие-то приятные слова, по рыцарю кубков есть, приехал, уехал, может быть, цветы подарил, а на самом деле как бы ничего не происходит. И вас немножко под это подмывает. Ну и у некоторой части это будет то, что вы думаете, что есть кто-то третий, да, что человек общается не только с вами. Давайте посмотрим, это в реальности вообще так? Ну, то есть это в реальности есть. Ну, я вам хочу сказать, что здесь как-то вы не можете найти вот почему вот эмоционалка это страдает. В реальности, конечно, может быть, это все не так. Но эмоционалка почему страдает? Потому что на самом деле очень вовлечены как-то больше в свою работу и не можете. Вы можете, здесь может быть даже еще такой момент, что вы можете работать с мужчиной, либо у вас быть общие какие-то такие интересы в плане бизнеса, либо по деньгам. И тогда вы не можете просто найти определенный баланс. Либо здесь, знаете, не можете переключиться. Что-то происходит на работе такое, что вы приходите уже с каким-то подавленным настроением и не можете переключиться. Не можете переключиться уже на дом. Такое ощущение, знаете, как хочется, чтобы внимание обратили на вас, а получается, что надо обращать внимание на мужчину. Аллочка, сейчас посмотрим после третьей позиции. Если так все и оставить, каким образом пойдут ваши отношения, ну, ничего меняться не будет. Здесь приехал, уехал, да, то есть более детские отношения, да, то есть ничего другого у вас не ждет. Что необходимо вообще сделать, чтобы изменить ситуацию и ваше эмоциональное состояние привести в баланс? Ну, я вам хочу сказать, нужно внести определенную ясность, да, определенную ясность. В чем? Вот как раз в выборе по двойке жезлов. Когда есть определенные сомнения, что же мне делать? Когда есть определенная какая-то усталость, да, по девятке жезлов. То есть здесь как-то научиться все-таки вам разграничивать, да. Как-то легче будет общаться со своим мужчиной, да, более вот, на спокойной ноте, не так эмоционально, как вы воспринимаете все в штыки как-то последнее время. Это если вы сейчас уделите время вообще своему внутреннему ребенку и поймете, чего вы на самом деле хотите. Плюс ко всему здесь, конечно, сексуальные отношения с вашим молодым человеком могут все исправить, потому что без них как-то у вас происходит определенное отдаление друг от друга. Каждый чего-то ждет, и в итоге ничего никто не получает. Поэтому здесь тоже вот стоит на это обратить внимание. Да, в противном случае произойдет определенное разочарование и в себе, и в мужчине, и во всех. Тут разграничьте непосредственно дом и разграничьте непосредственно работу по отдельности. Потому что есть определенная нагрузка, да, которую вот на сегодняшний момент, может быть, есть на работе какой-то такой определенный завал, когда нужно непосредственно как бы решить какие-то вопросы. Вы приходите в семью, переносите все в семью. Вы приходите к мужчине, либо встречаетесь с мужчиной, вам сложно вроде бы, может быть, есть какие-то сомнения встретиться сегодня, а может отдохнуть и завтра, но вы идете и все вот как бы вот эмоционально
как-то все рушите. Понимаете, все рушите между собой. Поэтому здесь обратите внимание на это. Ну и добавьте, конечно, кекса в свою жизнь. Это как раз снимет напряжение и спасет вообще ваше отдаление. Потому что на самом деле уже происходит такая ситуация, когда вы отдаляетесь друг от друга. Это была у нас третья позиция. Так. Алла. Так. Аллочка, я вижу ваши два вопроса. Давайте начнем вообще с первого, да. Отдельно вообще посмотрим по непосредственно и по руководителю, и по коллегам, да. То есть, потому что руководитель может видеть вас как королеву, как короля жезлов, который действенный такой, а коллектив может видеть по-другому. Давайте посмотрим на сегодняшний момент, как они вас видят. А потом перейдем ко второму вопросу. Алла, маякните мне, что вы здесь, чтобы я могла начать. Мгм. Давайте посмотрим. Ну, как руководство видит вообще? Начнем с Анатолия, да, как Анатолий видит. Анатолий, конечно, вас видит по девятке кубков, да, он видит, все-таки он получает какое-то определенное удовольствие. Либо, знаете, как вас как работника, что вы вот вы настроены, да, вот вы настроены на какое-то, знаете, как на какое-то будущее компании. Он вас видит как, знаете, как будущим компании по звезде, по девятке кубков. С одной стороны, вы его как сотрудник радуете, да, но с другой стороны, как бы здесь есть какой-то такой, да, он может быть и хороший. А, это будет, знаете, здесь получается. С одной хитрость есть. Здесь есть определенная хитрость, и у меня выпадала семерка мечей как бы по хитрости, да. Он вот такой, он сам, понимаете, такой, что любит брать на себя больше, чем, может быть, даже вывозит. То есть он берет по максимуму. И людей он рассматривает и с точки зрения максимума. Здесь даже видит, что вы такая женщина, которая как бы, если у вас где-то вдруг что-то не будет получаться, либо не получается, вы очень сильно расстраиваетесь. Вы очень сильно расстраиваетесь. И вот его, знаете, вот как бы рассматривает вас вот в контексте будущего этой компании. Знаете, тут и идет и умеренность, и, ой, здесь идет суд и звезда. То есть такое ощущение, что он принял как такое определенное решение по отношению к вам, что вы вот есть, вот как бы будущее тоже этой компании. Но он сам человек, да, он может нагрузить на себя все, что не это вот, все проблемы, все какое-то, чтобы решить максимально, да, то есть вплоть до того, чтобы загнаться даже. То есть он такой трудяга. И поэтому в других людях он видит тоже, хочет видеть, что вот они были трудягами. Поэтому, конечно, с одной стороны, э, видит вас вот такого человека, как координатора прямо вот в компании, но как-то вот еще мне вот эта девятка кубков, тройка кубков, знаете, как
воспринимает вас как человека настроения. Понимаете? Вот еще если добавить, что вот если вы в настроении, вы горы свернете. Если вы без настроения, чем-то расстроены или еще что-то, то все, коннекта не будет, разговора не будет, ничего не будет. То есть как бы м, такая, но умняша, да, да, Алла. Но умняша. Просто вот, просто а, которая все таки много чего знает, много чего умеет. Вот он рассматривает вот в таком контексте как бы это. Но ему вот хочется все равно, вот как бы, знаете, такое ощущение, как и вас нагрузить вот той работой, которую там, знаете, как он тянет. То есть у него есть определенные цели на вас, да, как на работника. То есть у него есть. Давайте посмотрим сейчас, непосредственно возьмем возьмем Соню, да. Она вас вообще как сотрудника. Ну, я вам хочу сказать, что она вас тоже видит как женщину, которая может держать все под контролем, что у вас все под контролем, да, что у вас все на своих местах, что у вас все по полочкам, что по колеснице это человек, который, ну, и по пажу мечей вижу цель, не вижу препятствий, да. То есть здесь, а, во-первых, эрудит. Во-вторых, с вами интересно где-то и поговорить, да, пожриться, да, то есть есть определенная такая нотка интуиции, когда вы четко знаете, четко просчитываете, каким образом, допустим, что пройдет. То есть как видите наперед, да, ваша интуиция как ваш спаситель. То есть здесь вот она вас рассматривает еще с такой точки зрения. Вот такой контролер. Контролер, которой все удается, потому что по жрице, как, знаете, как имеет, определенный, внутренний такой свет, внутренний вид на все происходящее, что происходит снаружи. Ну, и я вам хочу сказать, здесь она видит, конечно, что эта работа приносит вам удовольствие, что на самом деле вы сделали выбор сердцем, да. То есть не то, что вы приходите и просто отсиживаете. Здесь как бы выпадает влюбленная, на самом деле вы сделали выбор сердцем, выбрав эту работу. То есть не могу сказать, что они плохо вот и один, и второй, каждый по-своему вас видит, но разные вроде бы как контексты, но итог как бы одинаковый здесь. И я вам хочу сказать, как вам вести себя, непосредственно вот с Софией, да, вам вести себя как император. То есть уверенность. Должна определенная быть уверенность в том, что вы делаете все правильно. То есть у вас уже есть определенный фундамент, и уже вы на этом фундаменте можете выстраивать свою работу. Это что касается ее. Что касается непосредственно Анатолия, то с ним нужно находить точки соприкосновения общие. По шестерке Пентаклей это нужно будет делать, знаете, ты мне, я тебе. Я тебе делаю хорошую работу, ты мне платишь хорошие деньги, да. То есть здесь у него что-то выпросить и выманить не получится, если не доказав, что ему это выгодно. Если он будет видеть, что на самом деле ему выгодно вас не терять, то здесь он и, я вам хочу сказать, и платить будет, и разговаривать с вами будет, и по двойке кубков будет, ну, такой конструктивный диалог. Поэтому если с женщиной вот этой Софией нужно вести себя, как вы уже устоялись, устаканились, и на самом деле как бы уже имеете почву под ногами и фундамент, то с мужчиной необходимо все-таки немножко лавировать, и тогда будут перемены. Тогда будут еще большие перемены, тогда вообще как бы ваша социализация, развитие в этом не заставит себя ждать. Вот здесь как бы вот так.
Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Я просто хочу, чтобы колоды были полные, да, чтобы полный расклад был, потому что как бы смотрим разных людей. Да, сейчас посмотрим. Ну, коллектив вас тоже. Я вам хочу сказать, выпадает та же самая колесница, которая выпадала непосредственно у Софии, да. То есть здесь они видят вас и контролером, здесь вас и видят человеком, который умеет ставить определенные цели, добиваться конкретных результатов. На самом деле, как бы есть, которая добивается определенного успеха. То есть здесь как работника, да, то есть как коллегу вообще, как бы, ну, женщину, да, деятельную, карьеристку. Женщина, которая добьется всего, да. В любом случае, они считают вас, что это не, знаете, как бы не последняя должность ваша в этой области, да, то есть, что однозначно у вас будет повышение либо по карьере, либо вы добьетесь еще больших результатов, чем имеете на сегодняшний день. То есть вас видят интересную такую карьеристку. Как женщину вообще в целом, да, видят. А вот как женщину как бы в целом видят вроде бы такая вся вот как острая, да, то есть женщина, которая остра на язычок, которая не боится сказать правду, да. То есть если это не будет касаться каких-то рабочих моментов или еще что-нибудь, как будет касаться чего-то личного, то вы за словом в карман абсолютно здесь не полезете, да. То есть здесь эрудит, который знает, что говорит, который все-таки постоит за себя и не даст себя в обиду. Если надо будет сказать какую-то колкость, то, в принципе, да, может кто-то получить ответку однозначно. Что касается, как бы, допустим, как подругу вас рассматривают, как подругу, ну, стараются, знаете, как бы видят вас, что вы, ну, стараетесь уходить от каких-то дружеских таких связей, то есть на работе стараетесь дружбы, в принципе, не заводить. По восьмерке кубков стараетесь как бы от всего какого-то такого отдаляться, да, то есть такое ощущение, что идете своим путем, да, то есть что у вас есть определенная какая-то цель, определенные какие-то планы на этой работе, и вы идете согласно своим планам, да. То есть здесь, как сказать, может быть, их кто-то хотел бы к вам больше, ну, там, приблизиться в друзьях, да, но вы почему-то вот видят вас, как будто вы стараетесь держаться как-то в стороне. Либо, знаете, как недолгая дружба, то есть покидаете вот, покидаете их пространство, потому что на самом деле в какой-то момент они становятся вам неинтересны. То есть, ну, знаете, либо неинтересны как собеседники, либо неинтересны вообще просто в компании. То есть, ну, старайтесь просто чисто чисто рабочие отношения, да, то есть, здесь можно эмоционально даже поговорить, все, но как бы то, что касается дружбы, ну, дружбы такой вот не видят с вами, да. Да. Да, ну, ну, просто, знаете, как бы видят, что вы в любом случае, идете непосредственно согласно своим целям, задачам, и у вас совершенно другие задачи здесь, нежели заводить какую-то дружбу. То есть по королю жезлов понимает, что вы хотите достичь каких-то определенных высот, и вам просто вот как бы на работе нет до чесания какими-то языками, как бы, да. То есть вот как-то так. Так, переходим ко второму вопросу. Катерина, добрый вечер. Обязательно посмотрим мысли Юрия. Переходите по донатной ссылочке, пожалуйста, и я вам отвечу. Да, минусов нету таких, только вот единственное, что вот как бы в плане дружбы, да, видят вас, которая все-таки старается, ну, уходить от каких-то эмоциональных таких дружеских связей,
Старается только вот, ну, коллеги по работе сугубо и не более того, да. То есть, может быть, знакомые, но как друзья, такое ощущение, что вы их не рассматриваете себе в подруги. М, Давайте посмотрим непосредственно, что касается вашего второго вопроса. Как к вам относится ваш куратор, да? Как в отношении к вам? Вы ровесники. Как он относится? Ну, я вам хочу сказать, были какие-то моменты, которые ему не нравились, да. По четверке кубков такое ощущение было, что вы не нашли какого-то, может быть, где-то когда-то общего чего-то, да, то есть м, это как сотрудника. Хотя видит вас по семерке жезлов, что вы в любом случае отстоите свою какую-то правду, отстоите свои какие-то интересы, отстоите свои какие-то мысли, отстоите вот просто себя как человека, который работает, да. То есть если у вас есть определенная уверенность в том, что вы делаете что-то правильно, то вы однозначно это отстоите. А ему вот как бы вот, может быть, как что-то вот такое, что могли сказать, что могло не понравиться. То есть, знаете, такое ощущение, что в какой-то момент могли не найти какой-то коннект, да, то есть либо не согласились с чем-то, либо приняли во внимание, но, может быть, сделали по-своему, потому что выпадает семерка жезлов, то есть как отстояли здесь свою правоту. Поэтому вот видит вас такого. Да, так, женщину, которая в любом случае, вот если она уверена в своей правоте, если она уверена, да, в своем решении, то она ну, с этой дороги не свернет. То есть она пойдет сугубо непосредственно по тому решению, которое приняла. Вот как бы как сотрудника. Давайте посмотрим, как он видит вас вообще как женщину. Ну, с вами приятно общаться. По десятке кубков с вами приятно все равно общаться, да, то есть есть определенная эмоциональность, вы его как бы здесь, вы его можете волновать. Вы как женщина его можете волновать, хотя он пытается где-то все-таки по королю мечей держаться как бы так, немножко в стороне, да, либо, может быть, не до конца свою проявленность к вам говорить, потому что здесь идет немножко мечевость, здесь немножко холодность идет определенная, да, то есть мы решаем какие-то, может быть, вопросы, разговариваем на какие-то темы, и мы не будем касаться любви, то есть старается, как бы, может быть, этот момент не переходить. Почему? Как-то, ну, есть определенный вот, знаете, страх, что что-то сдвинется и пойдет в какие-то, ну, как перемены, да, что перерастет в какое-то намерение, да. Да, ну вот хоть и видитесь на совещаниях только, здесь, ну вот он как женщину, вы его как женщина интересуете. То есть вы ему как женщина интересны. Знаете, такое ощущение, что вы дарите какое-то ему как тепло, да. Ну вот он, понимаете, вот, даже с учетом того, что король мечей, да, это либо как вот сотрудник, который там, то есть руководитель, который жесткий, который такой более, ну, знаете, м, отсутствует какая-то чувственность, да, то есть есть по силе какое-то определенное притяжение к вам, и поэтому старается вот как-то вот держаться, знаете, вот, ну, старается держаться немножко в стороне. Знаете, как не переборщить для того, чтобы не перейти какой-то край.
Он вас еще оценивает. Вы для него такая личность по умеренности, по пажу пентаклей. Все-таки такая, знаете, в которой вот соединяется все, понимаете? Вот соединяется как плюс, и минус, и вот на выходе получается определенный плюс, да. Даже если есть какие-то вот нотки, вот я смотрю, что был момент какого-то разочарования. Вот был момент какого-то разочарования в вас, но потом как-то все изменилось, да, то есть он как-то начал думать о вас по-другому. То есть вот здесь вот даже может быть, с учетом того, что вот, как я говорю, немножко подрастроен был, либо немножко разочарование какое-то было у вас, потому что был какой-то момент, что он вас видел совершенно другой. У него такое было ощущение, что либо вы как-то в команде не умеете работать или что, то есть он как-то вот как-то увидел в вас что-то негативное. А потом как-то вот эти мысли вот поменялись. После чего они поменялись? Понимаете, какая-то ситуация была какая-то запутанная. То есть здесь по Луне вот, такое ощущение, что либо какая-то ложь, поступила, либо вообще ситуацию просто он не разобрался в ситуации. И было такое ощущение, что вот было определенное разочарование. Но почему-то после каких-то вот, ну, как-то изменилось его отношение. То есть он начал к вам относиться более вот так, с открытой душой, да, то есть увидел как бы вас на самом деле, какая вы есть. Но это было не сразу. Это было не сразу. Да, вот здесь вот как-то, знаете, как все-таки, как не видел какой-то истины. Вот в чем запутанность была. Вот что-то, какая-то была запутанная ситуация. И причем он в этом был достаточно долго уверен. Он достаточно долго в этом был уверен, что вы вот такая. И было разочарование. А потом вот как-то его мнение вообще о вас изменилось полностью в корень. То есть он у вас увидел совершенно другого человека. Понимаете? Совершенно другого человека, который нацелен на результат. Вот. Да, если, Алочка, вы знаете, о чем это, то, в принципе, да. Вот сейчас он уже понимает, что он, в принципе, готов с вами вести дальше, вот как бы, да, то есть бизнес под десятки пентаклей. Вы тот человек, который всегда протянете руку, и он, в принципе, вам тоже ее протянет. То есть здесь вот идет такой момент, что как определенное сплетение, то есть понял на самом деле, кем вы являетесь после какого-то определенного, после какой-то определенной ситуации. Так, ну что ж, ответила на ваши вопросы, да, Алла.
Давайте тогда проведем розыгрыш сейчас, да? Розыгрыш на один бесплатный ответ на вопрос, да? В чем будет заключаться розыгрыш? Необходимо будет угадать один из старших арканов. Всех старших арканов 22, от 0 до 21, от шута до мира. Поэтому можете писать название. Да, сейчас я посмотрю. Подождите секундочку, Алла, отвечу вам еще на ваши вопросы, которые вы будете задавать. Объявлю розыгрыш и буду с вами работать. Так, так, от 0 до 20 до мира, да? То есть сейчас объявлю старт, уже язык заплетается за день. Итак, объявляю старт. Кто угадает первый аркан, тот, соответственно, выиграет бесплатный ответ на вопрос. Вы можете все писать. Аллочка, вы тоже можете участвовать в розыгрыше, а я сейчас с вами еще поработаю. Давайте посмотрим, будет ли он за вами ухлёстывать. Мир, мир. Мгм. Так, Алла, давайте посмотрим, будет ли он за вами ухлёстывать. Да, девочки, все можете угадывать, я с Аллой еще поработаю. Ну, я вам хочу сказать, да, здесь есть такой момент, что он может, по той причине, что вы для него женщина интересная и сексуальная, да. То есть есть определенная такая нотка сексуальности в вас. И, ну, здесь может развиться какой-то определенный роман. То есть здесь может пойти что-то больше, чем рабочие отношения по тройке жезлов, да. То есть диалог может перейти в какой-то, но после какой-то паузы. Я смотрю, вот, ну, мне идет где-то приблизительно месяца 4. Хотя у него есть определенные страхи. Как я вам говорила, выпадали определенные страхи, что он боялся пойти. Почему боялся пойти? У него идет какая-то пятерка мечей. То есть идет определенный такой момент, когда он думает, что, ну, из этого ничего не выйдет. Да? То есть, ну, будет только определенная зависимость, только попадем в эту зависимость, и, соответственно, как бы этим может все и закончиться, да, то есть какой-то промежуток времени будет так думать, и думать, действовать, не действовать, будет, знаете, как межевать, определенное межевание будет. Будет проявляться, если будет, то как? Ну, в течение 4 месяцев я не вижу, как бы я вам говорю, что вот в течение 4 месяцев не вижу его какого-то проявления, да. То есть здесь как-то будет думать, что мне и так хорошо. Тут девятка кубков, отшельник, мне и так хорошо. Но спустя 4 месяца может проявиться. По шестерке жезлов может, знаете, ну, как-то даже вот, ну, как-то тайно, знаете, вот как-то уединенно. Может быть, будет какой-то определенный разговор, да. Как вы говорите, если вы встречаетесь на совещаниях, то здесь может быть разговор, но без никого. То есть, ну, как-то завязаться с вами. То есть он как-то сам будет инициатором этого разговора. Но это будет немножко позже. Он еще сейчас думает, что на самом деле как бы, ну, ну, не вариант, потому что однозначно ничем хорошим это не закончится. То есть любая, как бы, знаете, как бы любая какая-то тайна становится явными по семерке мечей, как бы все-таки боюсь обмануться, вот так. Вам зачем? Полечка, здравствуйте. Ну, не могу сказать, что он вам
знаете, вот с точки зрения Вселенной очень нужен. Если вы даже и пройдете этот опыт с ним, то как-то столкнетесь с определенными иллюзиями своими, да, и с его тоже. Потому что у вас, ну, только что дружеские. А вот если вот так, то как-то, ну, это однозначно расстояния будут, знаете, как бы, ну, как-то на стороне. Ну, вот смотрю, зачем он вам? Выпадает аркан мир, да, то есть понять все-таки, что, ну да, может быть, как флирт, как флирт, и то 50 на 50, тут бабка надвое гадала, может все закончиться, то есть нет. Но вот он может проявляться к вам, но как мужчина, ну, вот как карты говорят, ну, не ваш это человек, он, да, 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 да. Ну, и не ваш, и это будет определенное ограничение даже для вас. Ну, вот по миру не сможете выйти из определенного, то есть будете как в каком-то определенном ограничении с ним, поэтому не-не-не, так себе вариант, так себе вариант. Флирт принесет вам успех? Ну, флирт может привести по рыцарю Пентаклей какой-то такой момент, да. Ну, он такой, да, вот немножко в нем что-то вот есть такое, что вам, ну, однозначно не подходит. Вы, знаете, вы от таких мужчин, возможно, раньше вообще бежали, роняя тапки. То есть показывается, что вот эти мечевые короли, как бы вы от них уже бежали и роняя тапки. А тут как бы вроде бы как пытаетесь. И вот карты показывают, что это будет определенное ограничение для вас. Ала. Вот вы. Так, ну что ж, девочки, я объявляю стоп. Да, Настенька, можно задавать вопросы, переходите по донатной ссылочке, я обязательно вам отвечу на ваш вопрос. Так, ну что ж, и у нас аркан суд. Так, ищем суд, да? Ищем суд. У нас Алла, конечно, написала или мир 20, да? Умеренность 14 аркан или мир 20. Мир вообще 21, конечно, аркан. 20 суд. Марина у нас ответила суд, да? Так. И больше у нас нету суда. Алла, давайте с вами поступим таким образом. С учетом того, что у вас сегодня было 3 вопроса, и вы вот в любом случае там написали мне там умеренность, аркан, я сделаю для вас исключение, как бы, потому что двадцатка все-таки прозвучала, да, хотя нужно было написать 1 аркан на следующий раз. Но все-таки в любом случае. И плюс ко всему у нас еще выиграла Марина, да. Поэтому я отвечу на вопрос Али еще один и на вопрос Марины. Вот так сделаем. Поэтому, Аллочка, можете задавать свой вопрос в чате. Ну и Марина, можете писать тоже свой вопрос. Я обязательно его посмотрю. Да, вот так. Девочки, пишите свои вопросы. Да, поздравляем. Ну, давайте сначала Марине. Хорошо. Алла, вы можете подумать над вопросом. Хорошо. Ну да, над ним тоже надо же подумать, как правильно задать, чтобы получить правильный ответ. Ой. Алла, у вас очень интересная такая позитивная энергетика. С учетом того, что я не вижу вас и не слышу, слышите только вы меня и слышите. Но, честно говоря,
Э, знаете, такой подъем настроения, подъем энергии от вас идет. Невероятный, да? То есть хочется улыбаться. Хорошо, Алочка. Сейчас посмотрим Марине тогда. Да, Марина, давайте посмотрим, если готовность. Если готовность, семерка мечей. Есть ли готовность вообще для серьезных отношений, да? Я вам хочу сказать, что здесь где-то вы занимаетесь определенным самообманом, да, что на самом деле вы хотите этих серьезных отношений. На самом деле еще, ну, как бы не пришел тот период для того, чтобы перейти к серьезным отношениям. Возможно, был какой-то болезненный период по десятке мечей, да, то есть он, конечно, уже закончился, но след все-таки в вашей душе он оставил. И поэтому здесь вот выпадает королева мечей, да, где все-таки написано на табличке у вас вместо кулона «не подходи, убьет», да. Я уже немножко буду так приукрашать, да, потому что по королеве мечей вы воспринимаете все достаточно как бы м, понятно. Да, Алла, спасибо огромное за настроение. Оно очень сильно передается. Поэтому, Марина, здесь, конечно, готовности к серьезным отношениям у вас нет. И желательно, конечно, себе в этом не врать, потому что получается определенный такой дисбаланс внутри, да. С одной стороны, готовности к серьезным отношениям нет, но почему-то как бы, допустим, чтобы вот, знаете, как в социуме скажут обо мне, да, по королеве жезлов, как меня будет видеть социум, что я вот одна, например, либо что у меня нет постоянного партнера, либо что я вот столько лет уже встречаюсь, и меня замуж не зовут. Тут разные ситуации могут быть. Поэтому здесь, конечно, лучше себе не врать. Поэтому на сегодняшний момент, конечно, готовности нету. Давайте посмотрим, вот у вас есть общение, например, с человеком, да, уже посмотрим. Есть общение с человеком. На какие отношения можно с ним рассчитывать? Ну, на сегодняшний момент, конечно, на одиночество вдвоем. То есть с этим человеком, конечно, как бы таких отношений длительных не выстроить, потому что человек еще на выборе. На самом деле он еще не выбрал вас, вы его не выбрали, да. И поэтому здесь перемены могут быть в ваших отношениях, но что должно повлиять на это? Пройти период каких-то разочарований, да, то есть что должно измениться для того, чтобы выстроить вообще с этим человеком даже, который сейчас есть, какие-то серьезные отношения. То есть нужно закончить период разочарований, нужно из них выйти. Пока вы из них не выйдете, соответственно, серьезных отношений не получится, да. Если не рассматривая этого человека, давайте посмотрим вообще, какой мужчина придет в вашу жизнь для серьезных отношений. Возьмем его психологический портрет, да. Ну, я вам хочу сказать, он будет не такой, как все. Он будет не такой, как все, и вы будете на него тоже смотреть м, совершенно по-другому, не так, как на других людей. Почему? Потому что это будет какая-то неординарная личность, да. У него будет ко всему свой какой-то определенный подход. То есть он не будет подстраиваться ни по чьи какие-то стандарты. Здесь мужчина, знаете, такой приходит в вашу жизнь, настроенный на успех. Что бы в его жизни не произошло, он как-то вот настроен на успех. То есть у него есть определенное свое мнение, и мнение окружающих людей его не волнует здесь.
Для чего он к вам идет? Как раз вот все-таки показать вот ту ситуацию, что себя показать, да, вот посмотри, как я живу, да, то есть мне абсолютно все равно на других людей, что обо мне подумают. Я делаю то, что хочу, двигаюсь согласно своим целям и задачам, и мне абсолютно на всех по барабану. Вот этот мужчина все-таки вас научит как-то смотреть по-другому на все. Смотреть на то, что не на то, что скажет социум, а на то, что интересно вам. И вот вы в нем увидите совершенно, ну, какой-то другого человека, вы увидите в нем какую-то родную душу. Ну, что вам для этого нужно изменить, да, потому что, э, как вам сказать, на человека, который не закрыл гештальты свои, не ушел, приходит такой же, да. Чтобы он быстрее появился в вашей жизни, что вам необходимо все-таки здесь больше внимания обратить, на что и менять. Тут настраиваться на самом деле на серьезные семейные отношения, да. То есть не врать себе, потому что где-то внутри вы себе говорите: "Я хочу серьезных отношений". Потом вы сидите и говорите: "Да ну в баню, нету этих серьезных отношений. Да все они такие, да все они рассекие". И что бы ни произошло, все равно ничего хорошего из этого не выйдет. То есть здесь какая-то есть определенная двойственность, и вам от этой двойственности нужно уходить и не закрываться. Поэтому если вот это все преодолеете, ну, по рыцарю кубков, ну, я вам хочу сказать, здесь я не вижу как бы новый либо старый, потому что старого мужчину я с вами просмотрела. И по-старому я вам сказала, что если вы все-таки не перестанете себе где-то врать, да, не перестанете, не закроете какой-то там свой старый гештальт, с этим старым вы однозначно ничего не получите. Ну, если рассматривать с точки зрения двойки кубков, да, вы его еще не знаете. По двойке мечей вы еще, возможно, с ним не знакомы даже. То есть, ну, вы с ним еще не встретились. Встретитесь вы только тогда, когда немножко позакрываете свои гештальты и поймете на самом деле, соедините разум с чувствами, что на самом деле вам эти серьезные отношения нужны. Потому что есть люди, которые живут длительный промежуток времени в одиночестве и абсолютно счастливы. И им никакая семья не нужна до определенного момента. И тут врать себе не надо. Если вы на самом деле прошли какой-то определенный тяжелый период, там сложность какая-то была, да, что-то было в прошлом, да, что-то связано с вашей самооценкой, то, то здесь желательно, конечно, уделить внимание своей, вот как раз поднятию своей самооценки. И для этого, конечно, не нужны какие-то там семейные связи. Здесь достаточно даже просто общения с мужчиной, да, просто с мужчиной, который будет вас ценить. Либо заниматься какой-то своей сферой деятельностью для того, чтобы не ждать одобрения от мужчин, да, потому что вот вы ждете как раз одобрения какого-то своего. Дойти с ним до семьи, с этим человеком, вы сможете, только если будете трезво смотреть на вещи, да, не будете обманывать и будете брать ответственность определенную за те отношения, в которых вы находитесь. Да, вы можете пойти в светлое будущее с ним, однозначно взяв ответственность за себя, в равноценном обмене, по шестерке пентаклей. Ты мне, я тебе. Эти отношения могут привести к этому. Но большой вопрос еще к вам, Марин. Большой вопрос. Потому что я вам хочу сказать, что вам это представляется огромной тяжестью. Вот изменить себя, ну, это огромная тяжесть. Это еще вопрос к вам идет. Потому что вы во всех как-то видите рыцарь жезлов, рыцарь мечей, что все-таки люди, которые пришел и уехал, пришел, там, побыл, исчез, допустим. Ну, то есть как-то видите их либо неверными, либо, ну, знаете, что в них нету вот какой-то стабильности, что в них нет уверенности какой-то. Вот вы смотрите на них и думаете: боже мой,
какая семья? Вы ждете императора, а почему-то как бы встречаетесь с рыцарем жезлов, да? То есть, ну, и этим сами себя ограничиваете, то есть заводите в определенный ступор. Здесь нужно поднимать свою самооценку, и желательно поднять ее с помощью своей реализации вам. Ну, потому что будете ждать одобрения социума, будете ждать одобрения социума, так можете всю жизнь просидеть и не дождавшись его, да? Ну, а вот этот мужчина, он может войти в вашу жизнь, чтобы показать, что в принципе на все наплевать. Вот я как хочу, так и живу. Вот мне так нравится, и мне абсолютно по барабану, кто обо мне что думает. Если вы это заметите, то с этим мужчиной сможете дойти. Если же вы, конечно, не заметите этого, то вы упадете в луну. То есть вы так тот материнский сценарий какой-то определенный так и не пройдете. Поэтому вам желательно сейчас, конечно, себе не врать, потому что к серьезным отношениям вы не готовы и жить, ну, в серьезных отношениях вы не хотите. Для того, чтобы захотеть, это надо же, понятно, что надо еще знать, какого мужчину себе, да, вот вы говорите, я хочу надежного мужчину. А, ну, вы сможете с этим мужчиной быть? Да, сможете. Сможете быть, сможете жить как в семье, да, то есть как бы императрица, только в статусе, да, то есть только в статусе. Когда мужчина вам сделает предложение, на самом деле руки и сердце и возьмет вас под венец. Да, может быть, вы с ним и сможете, а в данный момент. В данный момент вы думаете, что на самом деле как бы вы верны каким-то своим, убеждениям, но на самом деле вы крутитесь в одном и том же сценарии по колесу фортуны, да. И здесь преобладает ваша гордыня, да. То есть по аркану Солнца есть определенная гордыня, которая, с одной стороны, знаете, вводит вас в определенные страхи, что без семьи все, жизнь плоха, а с другой стороны, как бы, знаете, не дает вам закрыть вот эти гештальты. Постоянно вы возвращаетесь в какое-то прошлое. Вы его не отпускаете либо мысленно, либо даже физически. Закрывайте гештальты, поднимайте свою самооценку с помощью реализации. И тогда, да, и тогда придет тот, который вам покажет жизнь совершенно с другой стороны. Вот так. И этот мужчина может прийти в вашу жизнь именно когда вы все вот это реализуете непосредственно. Если вы реализуете, сколько это времени пройдет после того, как вы реализуете? Ну, это быстро произойдет. До года. До года. Да, до года. Семья, возможно. Десятки кубков на дне колоды. Определенная трансформация будет. Но это да, это будет новый ваш опыт, это будет что-то новенькое. Однозначно мужчина будет новый, не тот, который с вами сейчас. Я вам хочу сказать, что тот мужчина, который с вами сейчас, ну, вы с ним вроде бы и чувствуете, может быть, какое-то там такое, знаете, желание быть вместе. И вроде бы а, двигаетесь с ним, но как-то по девятке кубков вы настроены каждый на какое-то свое удовольствие. То есть у вас нету определенного единения. По умеренности вроде бы есть что-то такое, знаете, как в болотце, вот, ну, как привычка. Ну, вот общаетесь, да и общаетесь, как бы. А здесь нужно как-то вот увидеть вот какую-то определенную истину. Да, ну там общение, но вот знаете, вот как бы, ну тоже вы там себя вот как-то где-то в чем-то обманываете. Что-то вам там не нравится, а вы все равно как бы делаете вид, такое ощущение, что не замечаете. Ну, то есть в один и тот же сценарий входите, Марин. Вам надо как-то выходить из этих сценариев, даже если вы с этим мужчиной хотите построить отношения после общения.
вам нужно как бы понять, что на сегодняшний момент серьезного вы не хотите с ним ничего, да, и признать это. Да, я не хочу, но в этом ничего страшного нет. У нас сейчас общение, потом будет кекс, потом, может, вообще ничего не будет. Ну, не будет и не будет. Как бы от этого моя самооценка не пострадает. Ну, получу удовольствие, он получит удовольствие, да, каждый получит свое, да, на что рассчитывал. Но жить я вообще пока с ним вообще не собираюсь. А то вы как-то каждого партнера как бы ну, знаете, как подстраиваете под что-то семейное, и потом разочаровываетесь в нем, хотя изначально видите, что он вам не годится в семью. Вот так. Так, Алочка, вы в чате напишите, пожалуйста, свой вопрос. Да, Марина, вам во благо. Так. Ой. Так, ну смотрим Сашку, да. Марин, его чувства. Что он чувствует? Давайте посмотрим Санечку. Ой, Сашка. Да, сейчас посмотрим. Так, что у него, кого он почувствовал? Вау! Ну, желанная женщина, королева жезлов. Королева жезлов. Ну, конечно, тут попробуй спать ночами. Да, у него есть определенное сексуальное желание по отношению к вам. Вы его очень сексуально привлекаете, конечно. Ну, я вам хочу сказать, есть определенное, знаете, как бы, как, ну, как скучание. Вот не может оставить этот ваш образ, да. То есть у него в голове периодически возникает какой-то образ о вас. И он, кстати, вот не может как бы либо простить себя, либо еще как-то, что не получилось, вот достичь чего-то такого по десятке кубков, да, такого чувственного между вами, да. Знаете, такие есть определенные мечты вот здесь, что, блин, я бы ей столько удовольствия дал, столько всего, да, столько всего, да, то есть по влюбленным. То есть она бы получила все, что захотела. А что в него понимании? Туз кубков. Что бы она захотела? Море любви. Она бы в любви купалась. Ну, вот только бы она была как бы со мной. Тут есть на самом деле чувства, Алла. Тут, насколько они искренни у него, с карты сами сыплются. Э, Насколько они у него искренни, они у него, я вам хочу сказать, стабильные. По четверке пентаклей он своим чувствам по отношению к вам не изменяет. И есть определенная тройка кубков, что да, он хочет с вами легких отношений, хочет вот этой легкости, хочет этой чувственности, хочет кекса, хочет всего. Поэтому здесь у Сашки, конечно, чувства есть, и они стабильны. И даже, ну вот он так, может, и хитропопый, но у него они стабильны. У него они стабильны. Стабильно думает о вас. В Луне. Находится в Луне. Особенно в лунные, в лунное затмение. Вот еще плюс-минус 2 дня, это даже 3 дня. Вот 24 еще сегодня так точно думает. Интересную вас женщину, конечно, видит. Почему не делает? Вот давайте посмотрим, почему лучше. Ну, потому что, ну, он тоже эгоист. По Солнцу он же хочет, чтобы, знаете, как его хотели. Очень сильно скучает вообще, очень сильно. Скучает, спрашиваю, очень сильно скучает, сила выпадает, Алла. Сегодня, слушайте, карты говорят за меня.
Евгений, добрый вечер. Да, он, понимаете, он по солнцу хочет привлечь к себе внимание, чтобы и на него обратили внимание, чтобы его любили, чтобы его заметили, какой он красавчик. А вы этого не делаете. Только в рабочих моментах. Спросила, что он будет делать в ближайший месяц, только по работе. Вот если что-то касается работы, там и всего прочего, только по работе. Но будет такой вот хорохориться. Да, ну, по силе очень, очень притягательная женщина, да, да. Ну, вспоминает, ну, здесь реально вот он о вас думает, вспоминает, но проявляться не хочет, потому что он еще тоже тот эгоист. Он думает, слышишь, или она эгоистка, да, и я что буду? Не, понимает, что вы не пойдете. Ну, сложно ему это осознавать, по десятке жезлов. Сложно осознавать, что к нему, такому красавцу, никто вперед не идет. Вот ему сложно осознавать. Понимаешь? Он думает, Алла, что по дьяволу должны все на него повеситься. То есть он настолько красавчик, он настолько умничка, настолько прямо пупсик, что нужно обязательно вот к нему. Поэтому здесь вот чувство вот есть. У парниши чувства есть. Причем они стабильные у него по отношению к вам. Желание сексуальное, оно тоже стабильное. Оно не то, что скачет, там, сегодня есть, а завтра нет. Нет. Оно у него как бы как раз вот стабильное. Знаете, вот такое ощущение подумает, подумает и грезит о вас. То есть, ну вот, думаю о ней, мечтаю, звезда, как бы, вот, ну как-то вот так. Чё еще не понял, не понял. Так, красавчик не понял. Так, ну что, девочки, сделаем еще один розыгрыш, да? Сегодня проведем еще один розыгрыш. Я сегодня добрая, веселая, добрая. Так, ну что ж, объявляю еще розыгрыш, да, один проведем. Необходимо, Андрей, спасибо огромное за комплимент. Комплименты я люблю. Так, у нас, Алочка, и вам спасибо огромное за обратную связь, мне тоже очень приятно. Давайте тогда проведем розыгрыш. Необходимо будет угадать один из старших арканов от 0 до 21, от шута до мира. Можно писать название, можно писать цифру. Поэтому кто угадает, тому будет бесплатный ответ на вопрос. Да? Пишем только один аркан. Принимается только один аркан. Да, Александра, добрый день. Императрицу выбрала. Да, Дамир, отшельника выбрал. Угу. Дамир Грачев. Тогда обо мне. Дамир. Значит, нужно выигрывать, да? Либо переходить по донатной ссылке, писать свой вопрос, и я обязательно на него отвечу. Так, что там у нас? Все зависли? Или это что-то висит? Анна 15, это дьявол. Все? Анночка, колесница. Угу. Так. Не стесняйтесь, раскачивайте свою интуицию. В принципе, это в любом случае пригодится вам даже в жизни, да. Марина восьмерочка, няшка 20 суд, Мария император, мгм. Ника двойка у нас жрица,
Анита Мир. Мгм. Поля Маг. Так. Каролина 9 это отшельник. Так, что у нас еще там? Какие-нибудь есть? Мария 19 Солнце. Дарина 10 колесо фортуны. Мгм. Так. Маришка 18 луна. Так, девочки, 12 человек сейчас, да? Многие уже ушли спать. 4 только лайка. Что это такое? Ставим лайки. Не забываем об этом для поддержки канала. Это ваш своеобразный такой энергообмен. Вы мне лайк, я вам информацию, да? Да, Александр, добрый вечер. Так, Мэри 11, Милана Шут, Мэри, справедливость. Так, ну что ж, я уже правильный ответ вижу, в принципе, поэтому буду объявлять стоп. Так, а лайки все-таки не забываем ставить. Итак, у нас с вами колесо фортуны. И выиграла у нас Дарина. Да? Поэтому, Дарина, мы вас поздравляем. Вы можете задать свой вопрос. Да, поздравляем Дарину. Так, Дариночка, пишите свой вопрос, посмотрим его. Давайте посмотрим, какие мысли у него. Дарина, смотрите, начнем с того, что на сегодняшний момент, как бы, знаете, как мужчина немножко подгрузился, либо он не получает того результата, на который рассчитывал, либо, да, здесь такое ощущение, что он рассчитывал на что-то другое с вами, да. То есть встречи определенные, есть что, ну, а вы находитесь в Луне. Вы находитесь в какой-то зависимости от этого человека, да. То есть определенные страхи. С чем они связаны? Ну вот как раз связаны с тем, что мужчина может то появиться, то не появиться. По рыцарю жезлов это встречи такого либо разового характера, либо непостоянные какие-то, да, то есть есть какие-то моменты, которые вас, в принципе, не устраивают. Между вами туз жезлов, то есть между вами страсть, между вами кекс, между вами вот именно такого плана сейчас отношения. То есть таких отношений, как бы, чтобы на будущее, ну вот как бы на простройку будущего пока, ну как бы нету. Какие у него мысли по поводу вас, да?
Ну, я вам хочу сказать, он с вами получает определенное удовольствие, определенную долю удовольствия. Причем по девятке кубков вы его удовлетворяете в каких-то моментах полностью, да. А, Но по влюбленным он в любом случае стоит на выборе. То есть до конца выбор в вашу сторону как женщины, с которой хотелось бы построить стабильные, серьезные отношения, он еще не сделан. И здесь говорит семерка пентаклей и пятерка кубков. То есть пришло какое-то разочарование. Тайп добрый день. Спасибо огромное за пожелание хорошего дня. Уже хорошая ночь у нас. У вас, наверное, еще день. Такое бывает, потому что многие смотрят из разных стран. Поэтому здесь, конечно, мужчина такое ощущение, что как, знаете, чего он недополучил? Он как-то на что-то большее рассчитывал. Он в вас видел что-то большее, по тузу пентаклей, либо как ресурс какой-то, да, то есть либо больше какой-то ресурс. Но, к сожалению, этот ресурс не получил, и есть определенная нотка такая, как бы разочарование. То есть мысли, как о женщине, а, но о женщине довольно-таки стабильной, довольно такой статусной, намеренной на семью, да, намеренной у которой есть намеренность непосредственно на серьезные отношения, которая вообще стабильна. То есть он вас видит, знаете, как определенную какую-то стабильность. И рассматривал он вас, изначально хотел получить, как туз пентаклей, как что-то ценное для себя, то есть какой-то ресурс взять. Но почему-то у него не получилось этот ресурс взять. В чем здесь подвох какой-то? Ну вот, в чем здесь подвох, спрашиваю, по семерке мечей. Но есть какие-то определенные моменты, которые он вам не договаривает. Поэтому видит вас больше как ресурсную какую-то женщину. Видит еще женщину, которая способна дать ему определенное удовольствие. Но пока вот отношений с вами как для серьезных как бы не рассматривает. Да? Тут, ну, тут хороший манипулятор, конечно. Да, по девятке пентаклей. То есть берет что-то для себя, Дарина. Здесь больше берет мужчина для себя, нежели вам что-то отдает. Если у вас есть какой-то вопрос по поводу в рамках этого расклада, вы можете сейчас мне его задать. Ну, на что он даже с вами рассчитывает, он сейчас в данный момент по двойке мечей даже не знает. То есть он задумался вообще. Он задумался. Ольга, добрый день. Посмотрим сейчас после Дарины. А, Он сейчас как-то задумался вообще. Задумался над чем. Ну, задумался на самом деле как бы над нормальными вещами, да, то есть судьбоносный ли вы человек в его жизни по иерофанту, да, то есть подходите ли вы ему для семейной жизни, подходите ли вы ему на самом деле для семьи, истинно ли он вас выбирает, да, то есть, ну, пока он, ну, знаете, как бы серьезно, ну, серьезно пока нет. Он понимает, что как только он сделает шаг в вашу сторону на серьезные отношения, так сразу что-то в его жизни рухнет. То есть он попрощается с каким-то своим, знаете, как определенным статусом, да. То есть ему необходимо будет уже что-то выбирать. Уже, знаете, как бы выбирать между собой и между вами там и собой. Между чем-то и чем-то. То есть вот здесь вот какое-то такое...
Ну, понимаете, он больше настроен на себя. Он больше настроен на свой успех. Если он на самом деле увидит, знаете, как бы возьмет от вас тот ресурс, на который он рассчитывает взять, да, как бы это может быть все что угодно, то, конечно, он вас рассмотрит. То есть здесь он как-то больше акцент делает на себя. Как мне выгоднее, как мне интереснее, что я должен получить, а что он готов вам давать. Ну, а вам готов давать по пажу жезлов, только себя любимого. Посмотри, какой я. Посмотри, ну вот, то есть, детское что-то, понимаете? То есть ничего серьезного как бы дать вам не может. Одни только вот какие-то слова, одни только вот: посмотри, обрати на меня внимание, какой я". В течение года, давайте посмотрим, в течение года, что он может вам предложить. Ну, в течение года, да, по королеве Пентаклей может предложить вам какой-то, статус, и то это после ваших каких-то определенных действий. Когда вам где-то что-то надоест в течение года, да, и по смерти вы уже скажете, что все, он поймет, что теряет, да, тут женщина сделает, вот тогда он начнет делать какие-то по рыцарю Пентаклей шаги в вашу сторону. Пока, к сожалению, нет. Ну, может. Это, знаете, как бы, ну, сколько процентов, как бы. Ну, может дойти. Это может довести до брака, до брака. М. Ну, вы вообще ждете, конечно, этих перемен, да? То есть, больше всего этого брака и этих перемен ждете вы, да? То есть вы хотите перемен, чтобы мужчина наконец-то как бы вам уже предложил определенный статус. Вы, а не он. Он ребенок еще, понимаете? Он делает только то, что он хочет. Он делает только то, что он хочет. В дальнейшем, может быть, и то, после каких-то ваших действий. Стас Клинок, добрый день. Потомственная колдунья или ведьма? Нет, я таролог Елена Лайтс. Поэтому, Стас, присоединяйтесь. Так, у меня есть вопрос от Ольги. Оленька, подскажите, пожалуйста, да, Дарина, вам во благо. Оленька, подскажите, вы в чате сейчас? Угу. Молчание. Давайте посмотрим. Угу. Переживаете, да, Оля? Давайте посмотрим, что он вообще о вас думает. Какие-то страхи есть. Ну, сейчас какой-то, да, он какой-то такой не в ресурсе, в девятке мечей. Сейчас вообще наполнен какими-то определенными страхи по поводу вас. Что он думает о вас, как бы, да? Здесь такое даже вот идет, что о вас, что вы вот как бы как женщина, как какая-то там, знаете, как бы, ну, в Луне, как определенная тревожница. Понимаете, здесь вот о вас думает, как о ну, знаете, что вот, м, что вот по восьмерке жезлов вот на самом деле вот как-то быстро все вы из минуса в плюс переходите, да, то есть по девятке мечей как бы
Когда вам что-то вот, допустим, непонятно или еще что-то, то есть здесь эмоциональность и плюс ко всему тройка пентаклей. То есть вас иногда периодически штормит из стороны в сторону. А вас как о женщине думает, что она вот как бы как свое мнение из-за своей вот какой-то эмоциональности, да, то в печали, то в радости, да, то есть ее штормит то от одного, то от другого, делает какие-то, ну, делает какие-то неправильные выводы, знаете, как не видит сути по Луне. То есть, рубануло водное затмение, теперь не знаю. Мгм. Мгм. Ну вот, с учетом того, что вы в лунное затмение его рубанули, Оля, тут как раз он и видит вас, что вы вот настолько вот подвластны вот этим, вот этому какому-то влиянию, либо, либо своего настроения, либо чужому какому-то мнению, да, то есть есть определенная как бы зависимость. Ну и здесь видит, что это вы отгородились от него. Что вот он сейчас по девятке жезлов жрица, то есть вы закрылись, да, то есть ушли в никуда. Хотя о вас думает как о императрице. Господи, язык заплетается уже. О вас думает как о императрице. Поэтому по девятке жезлов, по жрице, конечно, понимает, что это вы от него закрылись, что не он. Ну, сложно ему сейчас. По десятке жезлов сложно. Сложно. Такое ощущение, ну, такое ощущение, что мир рухнул. Вот у него ощущение, что рухнул мир. Ему сейчас как бы как никогда. Да, ему как никогда сложно. Почему он тогда вот ну, он как-то хотел сохранить свое, понимаете? То есть здесь он был, почему как бы дал ответ без выяснений, без ничего, он решил просто сохранить свое. То есть, знаете, как не распыляться, не растрачивать себя на что-то. Он решил, ну, просто сохраню свое так, как есть, как бы, да. То есть, хотя здесь немножко по шестерке кубков подмывает вот такое вот определенное воспоминание. То есть эти воспоминания о вас, его в любом случае прокручиваются по колесу фортуны. То есть он периодами, знаете, вспоминает. Тут даже может быть за счет того, что вот как бы если вот какое-то лунное затмение, там либо полная луна, либо молодик там или еще что-то, тут как раз его может еще больше штормить, понимаете? Поэтому здесь, конечно, о вас, как о женщине, думает императрица, но вот это расставание с вами, на самом деле, для него тяжело, потому что идет десятка жезлов в башне. То есть очень сложно пережить вот этот разрыв. Как жизнь разделилась на до и после. Э, хотя и понимает, что где-то понимает, что, конечно, это все по справедливости. Конечно, это все произошло не просто так. Это он прекрасно понимает. Хотел бы встретиться? Да, хотел бы. По королеве Пентаклей, да. Однозначное да, хотел бы встретиться. Хотел бы встретиться. Почему даже хотел бы встретиться? По четверке жезлов как-то, знаете, вот как бы провести с вами время. Но на сегодняшний момент не видит решения пока для себя. Вот просто не видит. Не видит решения
Либо как к вам подойти, Оля, либо, знаете, как бы что сделать такое, чтобы все-таки, ну, понравится, как выяснить до конца эти отношения, то есть как прояснить по тузу мечей, что сказать, какие слова подобрать, понимаете? Здесь еще какой-то промежуток времени по умеренности будет находиться без этого. Умеренность, четверка мечей действовать не будет. Действовать не будет в ближайшее время вообще никак. Но воспоминания есть. Я вам хочу сказать, что даже сейчас уже сомневается в том, что как-то вот, может быть, рубанул, понимаете? Даже если вы рубанули и он ушел, либо закрылся, сейчас вот есть определенное сомнение, да, то есть по пятерке жезлов, тройка жезлов, то есть э, сомнение в том, правильный ли выбор сделал, правильно ли действие совершил в отношении вас, не обманулся ли он, может быть, он сделал не то, что надо было сделать, то есть потому что на самом деле на дне колоды сила, то есть есть определенное притяжение к вам. То есть сейчас в каких-то определенных сомнениях находится. Да, вот как бы так. Немножко мужчину штырит. Но и вас видит очень эмоционально и очень тревожно. Да, Оля, конечно. Можем посмотреть, только напишите свой вопрос, что посмотреть. Да, доброй ночи. Дилфуза 44. Что ждет в ближайшем? Благодарю. Дилнора, переходите, пожалуйста, по донатной ссылке, я еще смогу вам ответить на ваш вопрос. С вами сейчас я буду до 24:00. Ну, я так думаю, что я сейчас Ольге отвечу и будем все ложиться спать. Так, Дилнура Ахмедова. Вверху закреплена донатная ссылка. У нас индивидуальные вопросы платные, поэтому если вы хотите посмотреть свой вопрос индивидуальный, вы переходите по донатной ссылке, пишите свой вопрос там, и я его смотрю. А, Здесь в чате писать не надо. Так. Оленька, подскажите, пожалуйста, вы уже появились? Ваш донат пришел. Да, я видела, Оля. Напишите, пожалуйста, свой вопрос. Давайте посмотрим, что у него в жизни происходит. Угу. В каких энергиях он сейчас находится? В жезловых.
Я вам хочу сказать, что он сейчас на принятии какого-то решения. Он в каких энергиях находится? Он в жезловых энергиях находится, да. То есть он сейчас, заявляется, ну, как бы, знаете, как, настроен на какое-то проявление в социуме. Причем настроен как-то по-новому, по шуту. Такое ощущение, как, решил поменять что-то в своей жизни непосредственно в социальной сфере. Да, то есть, ну, знаете, такое решение ему пришло внезапно абсолютно. Вот это все изменить. Либо информация какая-то пришла внезапно к изменению. То есть здесь идет такое, то есть, знаете, вот как ни с того ни с сего. Вот человек не думал, не гадал, и потом раз как бы принял решение что-то в своей жизни изменить непосредственно, кардинально причем. По башне это кардинальные какие-то изменения, как бы, и плюс ко всему, м, с чем связаны они? С чем связаны с пятеркой мечей? Такое ощущение, как с борьбой какой-то. С борьбой за какое-то будущее свое. Что-то связано с его будущим. Знаете, такое ощущение, как бы по дьяволу, да, либо есть определенная зависимость от кого-то, а, либо, здесь может такое быть. Оля, здесь может быть и собрался, да, нет, не от денег зависимость. Здесь будет либо, знаете, как бы, либо от женщины зависимость, от королевы жезлов, да, то есть тут такое ощущение, что как собрался во что-то какое-то, ну, во что-то новое. Либо здесь реально вот как бы, знаете, как полностью поменять как-то свою жизнь, да, то есть связать себя с чем-то, да, причем здесь он настроен как бы на победу, что вообще дело выгорит, что победа будет за ним, да, то есть что он выиграет в каком-то вопросе. Ну вот связано с какой-то королевой жезлов, может быть еще такой момент. Если это не его социальная реализация, если это не реализация его в социуме, да, принятие решения либо это в этом моменте, здесь может быть еще вот как бы замешана женщина. Ну, понимаете, такое ощущение, что по правосудию он по-другому поступить и не мог. То есть либо на самом деле вот что-то связано с его реализацией, и он здесь настроен как бы изменить, свое будущее вот именно, в моменте там работы, да, карьеры там или еще чего-то, и причем настроен выйти из этого победителем, да, и никак иначе. И по-другому он поступить не мог. Либо это связано будет с женщиной. Ну, по суду вот. Ну, то есть это решение было принято, ну, как бы, знаете, как, с одной стороны, спонтанно, но в любом случае это было осознанное решение. Знаете, такое ощущение, как говорит, ну вот судьба так распорядилась. Вот какие-то перемены в его жизни сейчас. А что у него с женщинами? Ну, женщина рядом с ним есть какая-то, однозначно. Я спрашиваю, что у него с женщинами. По королеве Пентаклей есть какая-то женщина, которая в его жизни присутствует. Что у него в работе?
Ну, а что касается в работе, да, вот на сегодняшний день, почему может быть с работой и принято другое какое-то решение? Может, это даже переход на другую работу, да, которая связана с его будущим будет. И, соответственно, он настраивается на то, чтобы получить там какой-то результат по шестерке жезлов. Хоть, ну, то есть в любом случае настроен на победу. Потому что я спрашиваю, что у него в работе на сегодняшний день. У него пятерка пентаклей, семерка мечей. Либо произошел какой-то обман, либо на самом деле он не получил того, чего, на что рассчитывал, по тузу мечей, то есть скрылась какая-то определенная информация, да, либо подлости, либо обмана, либо его обманули, да, и по пятерке пентаклей есть определенные потери. То есть здесь в работе не все гладко. И может быть такое, что на самом деле здесь, не касаясь женщины, принято решение непосредственно в плане своей реализации пойти во что-то новое. Во что-то новое, что даст какой-то успех, что приведет к чему-то такому, да, приведет к достатку, да, то есть он рассчитывает, что то новое, во что он сейчас пойдет, приведет к достатку однозначно. То есть даже сомнений никаких нету, что он получит однозначно достаток. Ну, просто как бы, знаете, как для себя решил, что не буду жить в иллюзиях, возьму как бы то, что реально будет действенно и реально будет давать мне какой-то определенный доход, либо что-то определенное в жизни. То есть здесь вот что-то в работе произошло. Ну, если говорить еще тоже о личном его, да, Оль, если вот говорить то, что касается о женщине, кто она для него, то по девятке Пентаклей он, конечно, ее ценит. Он ее ценит как королеву Пентаклей, как женщину, как жену, да. То есть, знаете, как он считает? Я однажды принял какое-то решение, как бы я ответственен за свое решение, да, то есть я ответственен за эту женщину. Да, может быть, я не до конца выбираю свой какой-то путь здесь, вот как бы, знаете, как бы есть определенный страх в выборе чего-то другого и зависаю в одной и той же ситуации, не вижу другого выхода. Но здесь такое ощущение, что он, знаете, вот по поводу этой женщины, супруги, он не видит другого выхода, как оставаться вместе с ней. Потому что он, знаете, вот говорит о том, что я этот выбор сделал. Ну, то есть, у меня есть определенные обязательства по отношению к ней. Я связан по рукам и ногам, я ничего по-другому сделать не могу. Что касается личных отношений, однозначно настроен быть с ней. Что касается, реализации своей, да, собирается идти в новое, либо что-то делать по-новому. Но здесь даже, может быть, как бы полностью решил изменить по смерти, Оля, полностью либо сферу деятельности, либо поменять работу, либо подход к работе. То есть что-то решил изменить, чтобы добиться какого-то результата. Большего, чем он на сегодняшний момент получает, понимаете? То есть здесь уже четкое намерение как бы на перемены. А вот по поводу женщины, как бы здесь перемен нету. Здесь все. Он, знаете, вот ощущение, что все. Выбор сделан, это мой выбор, я за него несу ответственность. Вот так. Если рассматривать СВО как новую работу, то может быть такое, потому что здесь однозначно уверенность есть определенная, что здесь обязательно по императрице будет хороший доход. Вот так. Да, Оленька, во благо вам. Так, ну что ж, мои хорошие, мы с вами провели практически 3 часа, поэтому я вас благодарю
за то, что вы были со мной. Всего вам доброго, сладких вам снов, вам, вашим близким. Встретимся с вами в субботу в 15:00 по Москве на этом же канале, на Первом канале мастерской Таро Сознания. С вами, как всегда, была ваша таролог Елена Лайц. Всего вам доброго. До субботы.